облагородить эту территорию. Она уже хорошая, тенистая, поставить сюда скамейки, дорожки, отсыпать щепой какой-нибудь. Встреча не в кабинете, а сразу на объекте. Заседание рабочей группы глава района проводит на территории, где планируется создать аллею славы. Этот проект заявлен в федеральную программу и прямо сейчас проходит стадию народного голосования. Очень приятно, что поддержали нашу идею, да, которую мы предложили от боевого братства. Это сделать, это, во-первых, актуально сейчас в данный момент, да, и патриотично. Территория большая, и поэтому работы пройдут в 2 этапа. Вначале подготовят площадку. Березовая роща, она здесь сохранится, а вот эти вот пустующие места, которые есть на этой территории, они будут, значит, задействованы и использованы под аллею славы. У главного архитектора несколько вариантов, мы их вот на месте посмотрели, обсудили. И тоже дано поручение доработать. В местном отделении боевого братства уверены, что данный объект повысит историческую грамотность, причем не только подрастающего поколения. Главная задача, конечно, увековечить память тех ребят, которые отдали жизни Сосногорского района именно за Россию, за нашу свободу. Но это будет не то, что какие-то гранитные памятники, да, с именами тех погибших наших ребят, а это будет определенная история. То есть смысл, концепция этого сквера в том, чтобы нынешнее поколение знали, когда, например, началась Чеченская война, когда Афганская. Комиссионно осмотрели и территорию, прилегающую к скверу участников локальных конфликтов. Сегодня она больше напоминает болотистую местность, нежели городскую среду. То, что вот здесь вот творится все лето, это, здесь разводятся комары, мошкара, болото, листва, трава. Бесхозную территорию необходимо привести в порядок и превратить ее в прогулочную, уверен Ильдар Махмутов. Обустроить ее детской площадкой, спортивной площадкой. Дано поручение главному архитектору подготовить проект. Вот, данный проект потом будет дан на обозрение населению города, да. Вот. И потом мы поэтапно будем приступать к его реализации. Еще одна территория, которую глава осмотрел ранее, это пустырь на пересечении улиц Горького, Комсомольской и Гоголя. В прошлом году ее заявляли в федеральный проект формирования комфортной городской среды в категорию «малые города». Но пакет документов был отправлен на доработку. Здесь финансирование идет до 50 миллионов рублей. В категории «малые города» участвует Сосногорск. На эти деньги здесь возможно привести в порядок всю вот эту большую территорию. Здесь как раз много жилых домов. Это все будет, конечно, во благо. Ну а пока в городе продолжаются субботники. На сегодняшний день уже вывезено порядка 200 кубометров мусора. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Республике Коми продолжается голосование за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2024 году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Жителям Сосногорска на выбор представлены 4 территории, в том числе сквер железнодорожников. Вся история города у нас связана с железнодорожным транспортом, и начало было положено со станции Ижма, то есть исторически, потому сквер это, так сказать, святое у нас, тут железнодорожников надо чтить и уважать, и работает у нас тут в городе достаточно большое количество на железной дороге, то есть сквер железнодорожников должен быть хороший, красивый, яркий, приятный. Сквер был открыт в 2014 году. Установленный здесь паровоз – один из символов города. Локомотиву больше 70 лет. В сквер его доставляли частями. Сейчас паровоз нуждается в реставрации. Также в общественном пространстве планируется заменить освещение и скамейки. Еще один объект, который может преобразиться в следующем году – скульптура «Слава труду». Она находится в промышленной части города. Монумент родом из середины 60-х годов и отражает дух той эпохи – ударный труд и старт освоения космосом. Монумент давно не реставрировался, он требует к себе внимания. В последнее время совершенно справедливо повышается внимание к людям труда. У нас город людей труда. Поэтому считаю, что эту территорию необходимо благоустроить. А потом это территория, в которой ежедневно проходит много людей. И хотелось бы, чтобы жители нашего города такие территории общественные вызывали только положительные эмоции.
Ознакомиться с остальными объектами и отдать голос за один из них можно на сайте 11.городсреда.ру или через портал Госуслуги. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В марте-апреле в Сосногорском районе прошли собрания по проектам народного бюджета. Это федеральная практика инициативного бюджетирования, когда средства регионального и местного бюджетов распределяются на проекты, предложенные жителями. В нашем районе народный бюджет реализуется с 2017 года. За это время удалось воплотить в жизнь порядка 60 проектов. Данный проект удобен тем, что позволяет жителям самим решать, куда направить средства бюджета в первую очередь. Это может быть как ремонт дорог, новая спортплощадка, обустройство своего двора, модернизация уличного освещения. Направлений очень много. Есть направления и для предпринимателей. Вообще суть народного бюджета заключается в том, что проекты выбирают сами жители. В этом году в районе состоялось около 15 собраний, которые прошли в том числе в сельских населенных пунктах Войвоже, Нижнем Одосе. Участие приняли порядка 500 человек. Было рассмотрено около 45 заявок. В этом году у нас будет реализовано 13 народных проектов по 7 направлениям. Это образование, физкультура и спорт, обустройство источников холодного водоснабжения, дорожная деятельность, благоустройство, агропромышленный комплекс и один проект в сфере «Народный бюджет в школе». Ознакомиться с полным перечнем проектов, которые будут реализованы в этом году, можно на официальном сайте муниципального района в разделе «Народный бюджет». Бюджетная комиссия из активных жителей района обсудит заявки и отправит для рассмотрения в администрацию главы республики. Имена победителей проектов будут известны в ноябре. Полина Бастракова, Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Чуть меньше полугода назад в Сосногорском районе открылась сыроварня «Сырная поляна». Владелица и мастер-сыровар в одном лице Оксана Кудрявцева пообещала готовить вкусный продукт и в мягком, и в твердом вариантах. И если мягкие сыры уже распробованы и оценены, то твердых только предстоит дождаться. Теперь-то уж точно недолго. Оборудование куплено. Оборудование от фирмы «Казара», Ярославская область. Значит, они предоставили мне, значит, пресса для твердых сыров, формы под эти пресса. Это в дальнейшем будет у нас линейка широкая твердых сыров, полутвердых. То есть также георгиевский, гауда, маздам, ну, по-полянски, скажем, со своими вкусовыми качествами определенными. То есть это будет все наше. В таком прессе и формах на выходе будет получаться порядка 48 килограммов твердого сыра, а это полтонны молока. К слову, сегодня Оксана Владимировна перерабатывает 500 килограммов молока в сутки и говорит, что это не предел. На данный момент готовится, укомплектовывается сырная камера. Тоже уже проплачен аванс фирмы «Экополис», Екатеринбург. Вот, значит, они нам предоставят полки, стеллажи специальные для сыра, именно специальные для сыра. Также будет солильный бассейн, для того, чтобы он там солился. Также будет приобретено оборудование климатоконтроля, для того, чтобы сохранить все качества сыра при вызревании. Ну и это будет экспериментальная пока камера, она небольшая, там на 3 куба. Вот. А в дальнейшем, когда мы соберемся, дай бог все получится, мы передвинем цех немножечко вправо, ну, дабы там сделать большую сырную камеру и приемочный пункт. Впрочем, гордость мастера-сыровара – настоящий спина, то есть специальный нож для нарезки сгустка, которым очень удобно работать с большими объемами молока. Придумали такое устройство итальянцы, а вот оценили его сыровары во всем мире. Чтобы полакомиться сыром Оксаны Кудрявцевой, горожане ездят в саму сыроварню, предварительно созвонившись с владелицей по телефону. Буквально на днях мастера-сыровара можно будет не отвлекать от процесса производства сыров на время приобретения продукта. Оксана Кудрявцева заключила договор с сетью магазинов «Союз». Кроме того, продукцией сосногорского мастера заинтересовались рестораторы Санкт-Петербурга и Москвы. Это и неудивительно, ведь основная задача, которую ставит перед собой мастер-сыровар – сделать качественно. Ведь качество – это залог успеха. Будем работать, будем стараться, будем что-то делать новое, красивое, вкусное для всех.
Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском подразделении общественной приемной при главе республики прошла прямая линия на тему службы по контракту. На вопросы позвонивших отвечали глава района Ильдар Махмутов и его заместитель Елена Чура, а также представители Центра соцзащиты и военного комиссариата. Сосногорцы интересовались, можно ли заменить срочную службу контрактной. Глава муниципалитета ответил утвердительно и рассказал, что в Сосногорском технологическом техникуме уже побывали представители Воркутинской воинской части, которые проводят набор в космические войска. Ребята через месяц заканчивают учебу, но уже сейчас, которые пожелали служить по контракту, да, они уже сейчас подписали соответствующие документы, и через месяц после окончания училища они пойдут служить по контракту в Воркуту. Их по России не так уж много, где-то 3 или 4 части, вот, которые в том числе занимаются контролем запуска спутников, вот, и все такое. То есть очень хорошая, как говорится, служба, элитная служба. Всего требуется 150 человек, часть из них уже набрана. Оплата за службу в Воркуте выше, чем по стране, в связи с арктическим положением региона. Выплаты они везде разные, в зависимости от места службы, в зависимости от военной специальности, которую приобретет гражданин, который идет по контракту. Кто-то пойдет рядовым, кто-то пойдет командиром, там, понимаете, у всех же разные все виды службы. От этого идет и заработная плата. На контрактную службу сроком от 1 года до 5 лет принимаются кандидаты в возрасте от 18 до 60, годные по состоянию здоровья. Военнослужащим и их семьям предоставляется ряд социальных льгот и гарантий. На время службы за ними сохраняются рабочие места. Узнать подробности можно по телефону в Сосногорске 50969. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.